4 сельские библиотеки Каркировского района получат устойчивый доступ к интернету. Об этом стало известно во время рабочей поездки Сергея Гапликова в муниципалитет. Вопрос прозвучал от председателя местного совета молодежи Виктории Микушевой. По ее словам, сегодня в Коме уже реализуются мероприятия по региональной информатизации. В школах введены электронные дневники. Люди активно пользуются порталом госуслуги. Вот только не все могут воспользоваться этими благами, потому что не везде есть стабильные точки доступа. Между тем, свободные зоны можно было бы организовать на базе библиотек, которые есть в каждом сельском поселении. Возможно ли поддержка от республики по подключению сельских библиотек к хорошему качественному интернету? Сегодня 18 уже есть у нас сельских поселений на территории Кировского района. Библиотеки подключены. Сейчас мы там сделаем интерфейс, подключим все социальные объекты, мы сделаем расширенную зону. Вот. Это, в принципе, позволяет. И сегодня технические возможности тоже есть. С партнерами отработали, это сделаем. У нас в ситуации, связанной с интернетизацией, есть действительно планы, которые мы, безусловно, будем выполнять. Вот. Я просто сейчас, чтобы не ошибиться, однозначно, у меня просто есть данные, 63 населенных пункта в республике мы включили в эту программу вместе с Ростелекомом. Из них Керес у нас будет интернетизирован со всеми вытекающими всей социальной инфраструктурой, где там, по сути дела, будут необходимые точки. Да? Вот. Пезмит тоже будет, Урьель будет и Намск. 4 будет населенных пункта. Это за счет инвестиционной программы Ростелекома. Кроме того, в этом году библиотеки сел Ваш, Гурья и Дочь Каркировского района будут подключены к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека». Таким образом, сельские читатели получат свободный доступ ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.